Артём, але вот куды яшчэ можна пашыраць рэпрэсіі? Ну да, вот тым людзям, якія раней бы далі 15 сутак, зараз распачынаюць крымінальныя артыкулы і садзяць на гады. Дайшло до таго, што выклікаюць ОМОН на бабуляк у вёску, якія аберагаюць ад вырубкі 300гадовыя дубы ля могілак, а дырэктара дома культуры, які вось толькі некі не там не БЧБшнікі, як кажуць, тыя розныя сліўныя каналы, а просто падтрымаў бабуляк, садзяць на суткі. Ну, зразумела, ужо можна і з бабулямі у вёсцы на могілках ОМОНам воевать, але куды далей? Слушайте, ну мне как-то не очень комфортно подсказывать, да, в этой ситуации, предлагать какие-то варианты репрессий, но я думаю, что они возможны. И учитывая, что разгромлено такое структурированное гражданское общество, оппозиция и независимые СМИ, власть уже переходит на вот уровень рядовых участников протестов. Бывшим активистам мы сейчас видим, или активистам, которые уже не проявляют такой активности сейчас, как вот Павла Белоуса сейчас взяли, можно идти по оставшимся в стране журналистам тех изданий, которые были закрыты, обвиняя их в экстремизме, потому что они были частью экстремистского формирования. Можно нападать на международный бизнес и на его сотрудников, как мы видим с компанией А1. Всегда можно придумывать новые шпионские скандалы, будь то на производствах, или террористические заговоры, да, будь то на производствах, как с рабочим рухом было, или в международном бизнесе, да, в каких-то дипломатических кругах. То есть сценариев, при которых власть может идти просто дальше и глубже в народ, их немало. Потом, в конце концов, можно начать искать врагов внутри. То есть многие репрессивные кампании массовые в других странах, они и в нашей с вами стране, где там, до нашего или иначе начинали пожирать сами себя, да, эти машины, когда они начали искать врагов внутри, люди внутри начинали писать друг на друга доносы, это становилось тоже поводом для новых репрессий. Поэтому пока в стране есть люди, да, и особенно пока есть много людей, которые в прошлом активно показывали свое несогласие, не думаю, что прямо закончатся объекты у Бобика и у остальных репрессивных структур. Скорее просто с переходом репрессий на уровень от активистов к рядовым людям издержки для самой системы могут быть выше, потому что рано или поздно ты начинаешь задевать интересы чьих-то детей, чьих-то родственников, из системы в том числе, да. У тебя начинается кадровый голод на некоторых предприятиях, где ты поувольнял там всех заместителей директора, вроде там Брестской железной дороги. А вот такие проблемы, они будут все больше становиться следствием репрессий, и рано или поздно просто количество и качество этих проблем, и глубина этих проблем может стать аргументом для Лукашенко притормозить. О чем говорили Клинов, насколько я понимаю, я, честно говоря, не все, что он писал, я прочитал. И что говорил потом у вас в эфире Иван Кравцов, это некое такое смягчение позиций белорусского протеста, да, то есть белорусских лидеров оппозиции и так далее. Вот эта мысль, она не всем приятна, да, потому что это уже другой субъект. По сути, многие восприняли это как давайте мы поддадимся, давайте мы капитулируем. То есть не Запад какой-то там где-то уступит в чем-то, да, на дипломатических переговорах, а вот мы как общество признаем свое поражение. Вот что я так понимаю, как восприняли многие эти слова. Причем мне кажется, что у Ивана Кравцова многого из этого в речи-то и не звучало. Он, мне кажется, более осторожно с формулировками был. Ну, и это вызвало, естественно, такой негатив, потому что тогда многие люди посчитали, что это будет просто девальвацией всех тех страданий и лишений, и потерь, которые белорусское общество понесло за эти годы. А кто-то, я думаю, допускаю, что люди верят, что режим находится на грани краха, да, и поэтому сейчас моргнуть будет означать, что в самый неудачный момент поддались, да. Надо просто держать как бы жесткую позицию дальше. Я же высказывался не с точки зрения, что надо или не надо. Я вообще, как вы, наверное, знаете, очень не люблю и не умею давать советы никому. Я просто, когда я комментировал мнение Ивана и остальных, кто позиционирует эту идею о том, что давайте мы немножечко отступим, да, от наших требований максималистских таких, да, и вместо этого и таким образом втянем власть в какую-то новую разрядку. Вот я считаю, что это иллюзия, что этого просто не произойдет. То есть, если бы, возможно, такой путь был, наверное, о нем стоило бы поговорить как о достойной такой, по крайней мере, для
для рассуждения, да, альтернативе, то есть такого сценарного некого прогноза. Давайте подумаем, что бы было бы. Но я считаю, что это просто сегодня нереально. Вот это моя позиция. Я, в принципе, ее довольно подробно изложил на «Зеркале». Не знаю, стоит ли пересказывать. Но если коротко, то ни власти это сейчас не нужно, она не воспринимает как гражданское общество, как субъект для таких переговоров, ни протестный электорат, что самое важное, не рассматривает это сегодня в своей массе как нечто легитимное, да, и поэтому любой лидер протестный, который попытается в отрыве от запросов своего избирателя, своего сторонника пойти на какую-то сделку или там, не знаю, даже просто предложение сделки с властью, такой лидер мгновенно перестанет быть лидером. Он просто станет объектом для хейта такого массового, даже если это будет Светлана Тихановская. Она растеряет свой авторитет. Именно поэтому это на такой процесс, о котором, возможно, говорил Иван, о котором, наверное, говорил Клинов, на него нет спроса, на него нет запроса, ни с одной стороны. И поэтому это даже, мне кажется, довольно нелепо всерьез обсуждать в смысле эмоционального такого ломания копий. Да? То есть все как-то сильно очень обострились эмоции у всех из-за этого. По-моему, это не что-то, что нас ждет в ближайшее время. Ну да, сапраўды просто все стаміліся, все хочуць нейкіх зменаў да лепшага, ніхто не хоча, каб прыцягвалі агучваць вось гэтыя неверагодныя просто тэрміны зняволення там 14, 18, 20 гадоў. Нікому непрыемна чарговы раз чытаць, вот мне, напрыклад, што затрымалі калегу чарговага журналіста Груздзіловіча, што нашага вось сябра Паўла Белавуса крымінальную справу распачалі. І таму чаканні ёсць, але вот наколькі ўсё ж таки, нават калі сабе ўявіць, што пра нешта паспрабавалі дамовіцца, ці могуць бакі адзін аднаму давяраць? Нет, никакого доверия здесь нет, и слишком, скажем так, слишком разное восприятие соотношения сил. То есть если лидеры протеста считают, что у режима большие проблемы, может быть, и у протеста большие проблемы, но это некая такая оппозиционная борьба. То с точки зрения Лукашенко никакой борьбы нет. Есть абсолютно поверженные враги, есть Запад, до которого Лукашенко дотянуться не может. А чего с этими врагами разговаривать, если они на управлении внешнем? Да? Поэтому вот о чем речь. Что Лукашенко не воспринимает реальность так же, как штабы оппозиции, штабы протеста, и поэтому он не будет воспринимать их как равных себе собеседников, и, соответственно, односторонняя, даже частичная капитуляция далеко не наверняка приведет к какому-то смягчению со стороны Лукашенко. То есть, да, сроки – это ужасно. Задержание, аресты журналистов, активистов, просто людей всех – это мерзко. За этим наблюдать очень сложно, эмоционально тяжело, это утомляет. Просто путь решения проблемы от капитуляции, которую даже никто не заметит всерьез, да, он никуда не ведет, на мой взгляд. То есть если Светлана Тихановская, там, не знаю, Павел Латушко собираются, садятся на поезд, едут на эфир на ОНТ к Марату Маркову, каются там, или каются у двери Губопика, на завтра не происходит амнистии всех белорусских политзаключенных. Скорее, просто, может быть, эти люди выторгуют себе такие же условия, как у Романа Протасевича. Не более того. Может быть, кто-то попадет на круглый стол к Воскресенскому. Но это не означает, что Лукашенко моментально подобреет. И вот мой тезис именно в этом. Не в том, что там надо или не надо. Кто хочет, может попробовать так сделать. Вопрос только лишь в том, что это нет никаких, не то что гарантий эффективности. Я даже не вижу намеков на то, что это будет эффективно. Таким чынам мы прыходзім до того, что нават абмяркоўваць гэтую верагоднасць і абранне такога шляху не мае сэнсу. И он имеет смысл, когда либо общество, протест, да, будет иметь силу, ресурс, который оно может предъявить власти как свой переговорный козырь. То есть, условно говоря, вот у нас есть там волна протестов, да, и мы этим пользуемся как неким нашей картой, да, вот у нас есть протесты, и мы этим давим, да. Либо же, когда и если бы белорусская оппозиция контролировала санкции, да, вот эти санкции принимаются, потому что так попросила Светлана Тихановская или там, я не знаю, Иван Кравцов. Вот в таком случае можно было бы этим торговаться, да, и этим убеждать. А когда таких козырей в руках понятных нет сегодня, да, то это просто априори проигрышная партия. Поэтому такой диалог, наверное, может вести Запад, потому что власть, очевидно, хочет избавиться от санкций.
Хотя мне кажется, что пока не настолько сильно хочет, чтобы этот разговор привел к успеху, потому что боль от санкций еще не настолько серьезная. У нас, и мы это уже обсуждали, у нас санкции, понимаете, 5 пакетов введено, да, 6-й обсуждается, а экспорт в Евросоюз в 2 раза вырос. Ну, то есть это как-то не то, что стимулирует тебя на готовность к компромиссам. Когда Лукашенко рассматривает ситуацию, то все в комплексе, да, он задавил протест, экономика растет, экспорт в Евросоюз, несмотря на санкции, вырос в 2 раза, что его в этой картинке заставит уступать прямо сейчас? Вот. И я не вижу такого аргумента. Поэтому, видимо, время диалога такого, о котором говорит Иван и другие коллеги, просто оно пока не пришло. Я думаю, что оно вполне может прийти при определенном стечении обстоятельств. Дякую вялікі, Артём. Прадчуваючы, што до Нового года мы з вами у эфіры прынамсі не пабачымся, я б хацеў вас попрасіць некалькі словаў, там, можа быть, пажаданняў напярэдадні святаў перадаць беларусам. Да, сложно это. Я желаю всем белорусам, которые сегодня находятся в внешней эмиграции, вне страны, как мы с Изметром, или во внутренней такой депрессивной эмиграции внутри страны, вернуться домой и тем, вернуться в свою родную Беларусь. Я думаю, это то пожелание, которого нам всем не хватает, и которое может сделать... может помочь нам исполнить наши желания и во всех остальных направлениях, не знаю, сферах нашей жизни, и психологическое здоровье, и реальное здоровье физическое, и семейное здоровье. Все может наладиться, если мы придем в гармонию со страной, которую мы на какое-то время потеряли. Дзякуй вялікі, сапраўды у дадзеным выпадку самае сэрца усім вярнуцца дамоў. Дзякуй вялікі. Дякую вялікі. Артём Шрайман, аж закранула так. Артём Шрайман, Зміцер Лукашук у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас. Шчасця вам.